По официальным данным, 5,5 миллиарда рублей. Именно столько должны татарстанцы по жилищно-коммунальному хозяйству. Тут долги и коммунальщикам, и ресурсоснабжающим компаниям. Если учесть, что в республике 20 тысяч домов, то каждый вот такой вот должен порядка 300 тысяч рублей. Все платят в первую очередь что? За квартиру. Долги не от населения, а от управляющих компаний. Именно они превращают жильцов в должников, уверен общественник Геннадий Сомов. Сукни вот здесь, вот. Оно посыпется. Вон там сукни тоже посыпется. А за такое как раз и платить не хочется управляющим компаниям, говорит Сомов. Но деньги ресурсоснабжающим организациям перечисляют именно коммунальщики. И о прозрачности говорить не приходится. Полностью снимает с коммунальных услуг моих и бросают в жилищные услуги. Минстрой России предлагает эту проблему решить просто. Исключить из цепочки звено управляющих компаний. То есть деньги жителей пойдут напрямую в водоканал, энергосбыт, теплосети. Фактически вода, газ, тепло напрямую уходили поставщикам услуг. И если у нас сегодня у какого-то собственника будет задолженность по водоканалу, по воде или по отоплению, то если даже управляющая компания сменится, этот долг за этим же ресурсом останется за собственником. Такая схема платежей может заработать через республиканский расчетный центр. Именно через него, только городского масштаба, последние 10 лет собирают свои деньги в водоканал. Важно на это прозрачность, то есть мы видим, сколько управляющая компания перечислила ЕРЦ, и ЕРЦ, соответственно, эти деньги перечисляет нам. А вот мнение жильцов пока разделилось. Деньги будут уходить напрямую человеку. С одной стороны, это, конечно, удобно напрямую, но неудобно будет в плане того, что это организации в разных местах находятся. Разные квитанции по разных станциях надо платить. Изменения могут вступить в силу летом 2018-го. Сейчас они поддержаны правительством страны, но должны пройти слушания в Госдуме. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.